Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. Сразу две аналогичные аварии унесли жизни двух человек. Республиканская госавтоинспекция разъяснила, как правильно пресекать нарушения ПДД обычным гражданам. С крыши на крышу. Как быть, если ваш автомобиль пострадал от падения льда и снега? Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Башкортостане в встречной аварии погиб человек. По предварительным данным, ДТП произошло около полудня 14 марта в Салаватском районе на 63-м километре автодороги Кропачево-Мисигутово-Ачит. По данным ведомства, вблизи деревни Аркаулово столкнулись встречная «Лада Калина» под управлением 68-летнего местного жителя и «Газель Некс», за рулем которого находился 43-летний уфимец. В результате аварии водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи. Известно, что «Газель» была гружена хозтоварами и ехала из Уфы в село Мисигутово. По данному факту начато расследование. Подобная авария произошла тем же днем в Иглинском районе на 1522 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Столкнулись встречные Lexus LX 570 и КАМАЗ. После удара последний съехал в кювет. В результате аварии 39-летний водитель легкового автомобиля из Свердловской области и его 50-летний пассажир из Челябинской области скончались на месте. Они двигались в направлении Уфы. Водитель грузовика, 34-летний житель Татарстана, получил травмы. Известно, что КАМАЗ был гружен металлическими трубами в деревянных ящиках. Еще одна смертельная авария произошла около 7 утра 13 марта на 50-м километре автодороги Уфа-Оренбург в Крымскалинском районе. По предварительным данным, 35-летний житель Стерлитамака за рулем китайского минивэна Джинби Хайса с 4 пассажирами направлялся в сторону Оренбурга. На участке, на котором проводились ремонтные работы, установлено ограничение максимальной скорости 70 км в час, водитель совершил наезд на дорожное ограждение справа по ходу движения. В результате этого один пассажир, мужчина, погиб. Остальные 3 осмотрены медиками и впоследствии покинули место ДТП на попутном транспорте. Со слов водителя, пассажиров он взял в Уфе, одного с железнодорожного вокзала, остальных на указанной трассе возле аэропорта. По данному факту в настоящий момент проводится разбирательство. 2 наезда произошли в республике, оба ДТП уже обзавелись отягчающими факторами. Так, вечером 12 марта в Белорецке на улице Кирова неустановленный водитель совершил наезд на 54-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего водитель скрылся с места ДТП. В результате аварии пешеход госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. В ходе разыскных мероприятий с сотрудниками ГИБДД водитель был установлен и задержан. Им оказался 43-летний местный житель. На момент ДТП он управлял «Ладой Гранта». Еще одно аналогичное ДТП закончилось гибелью пешехода. Поздно вечером 16 марта в Иглинском районе в деревне Первомайская 41-летний местный житель за рулем ВАЗ-14 модели, двигаясь со стороны деревни Кальтовка в направлении села Балтика, совершил наезд на 71-летнего пешехода. В результате аварии пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия. Со слов водителя, он внезапно вышел на проезжую часть. Стоит отметить, что сам водитель был в состоянии алкогольного опьянения. По обоим фактам проводится расследование. Весна для автолюбителей – удивительная пора. Автомобиль больше не испытывает тех нагрузок, которые характерны для зимы, да и стиль вождения наконец-то можно поменять. Ведь под колесами снова асфальт. Однако резкие перепады температур от плюса к минусу могут сделать жизнь водителя очень непредсказуемой. Помимо опасностей на дороге, вред автомобилю могут нанести и во время его стоянки. В случае, если вы обнаружили, что на ваш автомобиль сошел снег, первое, что вам необходимо сделать, это зафиксировать данное происшествие. Для этого позвоните в отделение полиции. Оператор, скорее всего, может предложить вам явиться в отделение полиции самостоятельно с целью написания заявления. Однако вы настаиваете на том, чтобы сотрудники сами прибыли с целью фиксации происшествия на месте. Помимо этого, не очищая снег или лед, обязательно сфотографируйте повреждения на автомобиле, его расположение на местности и регистрационный номер. Важно найти свидетелей, которые видели, как на машину упал снег с крыши. С ними необходимо поговорить и попросить дать их показания. Обязательно запишите их адреса и номера телефонов. Также желательно на месте установить лицо, в чьей зоне ответственности находилась уборка данного участка. И может быть как собственник здания, так и управляющая компания, либо иная коммунальная служба. Следующий этап – это оценка повреждений данного автомобиля, а именно стоимости восстановительного ремонта.
Для этого вам необходимо обратиться в организацию, занимающуюся оценкой повреждений транспортных средств. При этом желательно пригласить на экспертизу владельца здания, с которого вы планируете в дальнейшем взыскать ущерб. Для этого вам необходимо в письменном виде уведомить о времени и месте проведения осмотра. Предложите виновнику компенсировать ущерб в досудебном порядке. Для владельца здания этот вариант более выгоден, так как он исключает судебные издержки. Для этого направьте письменную претензию виновнику с требованием о компенсации ущерба. Если виновник не захочет добровольно возместить ущерб, либо попросту проигнорирует данную претензию, то уже следует обращаться в суд. Если с самого начала правильно и своевременно подойти к сбору доказательств, то вероятность получения компенсации ущерба велика. Сотрудники госавтоинспекции пытаются возродить институт гражданского контроля на дорогах. Как это работает? Теперь каждый сознательный гражданин в виде нарушения ПДД может заснять его на видео и отправить в госавтоинспекцию. Стоит отметить, что на видео должны быть дата, место и время правонарушения. Также должно быть заявление о правонарушении. Съемочная группа телепроекта «Дорожный патруль» побывала в одном из рейдов, который проводит Центр общественной безопасности. В ходе поездки в одном из автобусов нашей столицы представители ЦОП смогли зафиксировать ряд правонарушений, которые так или иначе подвергают опасности пассажиров автобуса. Это и разговор по телефону во время движения, и проезд на запрещающий сигнал светофора. Госавтоинспекция всегда открыта для социально активных граждан нашей республики. Народный контроль будет дополнительно способствовать повышению дисциплины у участников дорожного движения. Любой гражданин может отправить зафиксированные нарушения в ГИБДД для принятия мер. Для этого необходима полная информация о нарушении и заявление гражданина, зафиксировавшего данное нарушение. Подобная практика уже давно действует за рубежом. Теперь наша очередь сделать наши дороги безопаснее. Стоит отметить, что обсуждалось создание специализированного мобильного приложения для этих целей, однако оно не было запущено. С приходом тепла с дорог начинает сходить снег и скрываются довольно крупные ямы. И несмотря на все усилия дорожников, темп устранения этих изъянов оставляет желать лучшего. Теперь в Рио главы республики Ради Хабиров предложил присылать ему фотографии ям на дорогах Уфы. Для этого было создано специальное приложение. По мнению Ради Хабирова, приложение получилось сложным. Через него прошло более 3500 ям, когда в других регионах цифра на порядок выше. В связи с этим в Рио главы предложил присылать фото с ямами в ленту в Фейсбуке. Обязательное условие – точная геолокация. Чем закончится эксперимент, пока непонятно. Как сообщали ранее информагентства, в Рио главы Ради Хабиров раскритиковал администрацию Уфы и Госкомтранс Республики за низкие темпы проведения ямочного ремонта в Уфе и за неудовлетворительную работу мобильного приложения. По его словам, оно должно быть простым в 3 шага, чтобы житель республики мог в него войти, сфотографировать яму на дороге и отправить. Дальше сигнал должен фиксироваться соответствующими службами и должен начинаться ремонт. Сегодня в Уфе стартует профилактическая операция «Внимание, дети!». Однако профилактика детского дорожно-транспортного травматизма не прекращается ни на минуту. И одним из мероприятий, направленных на снижение этого показателя, стал родительский патруль. Суть проекта заключается в том, что активные родители призывают взрослых участников дорожного движения подавать положительный пример детям. Ведь они всегда все повторяют за взрослыми. Своим примером родители решили вдохновить как взрослых, так и детей. Кроме этого, родительский патруль призван вызволять из сложной дорожной ситуации детей, для которых дорога представляется непонятным и пугающим явлением. В преддверии весенних каникул и в рамках операции «Внимание, дети!», а также профилактических мероприятий «Пешеход» сотрудники ГИБДД проводят регулярные рейды. Эти рейды проводятся с отрядами юных инспекторов движения, а также к нам присоединились активисты-родители. Родительский патруль в городе Уфе вышел на дорогу. Мы призываем взрослых людей соблюдать правила дорожного движения, а особенно пешеходов. К сожалению, в последнее время на территории города Уфы увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Поэтому наши родители и детишки вышли на дорогу, чтобы напомнить всем участникам дорожного движения о том, что необходимо быть очень внимательными на дороге, соблюдать все правила дорожного движения, переходить дорогу в установленных местах, только на зеленый сигнал светофора и, конечно же, обязательно посмотрев по сторонам. Будем думать о том, что нас услышат наши взрослые и все участники дорожного движения. Желаем всем безопасных дорог. Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. На дорогах Башкортостана вновь был замечен лось. На этот раз животное заблудилось в городе Октябрьском.
Зверь был напуган, метался по детским площадкам и врезался в припаркованные автомобили. По словам местных жителей, лось на протяжении 3 часов бегал по дворам в одном из спальных районов. К тому же животное было ранено. Напомню, накануне операция по спасению лося развернулась в городе Нефтекамске. Поймать животное также удалось не сразу. Однако в итоге все закончилось благополучно. Сахатому вкололи снотворное и увезли в лес. Снег на трассах растаял не везде, он по-прежнему представляет опасность. Видя такие участки, в первую очередь нужно сбросить скорость и, не делая резких движений, съехать на асфальт. А иначе вы рискуете получить вот такой вот ритмический занос. И вам очень повезет, если вы сможете из него выбраться. А у нас снова умные собаки. И правда, этого пса можно показывать в школах как пособие по правильному поведению на дорогах. Так держать. Встречка как место встречи интересных людей. Интересный человек за рулем Лексуса почему-то решил, что закон дороги ему не писан. Как итог, лишение прав, покореженная машина и внушительный штраф. Закон един для всех. Герой следующего видео про мгновение знает не понаслышке, ведь именно мгновения порой отделяют нас от аварии. Вот и здесь водитель успел среагировать и направить свой автомобиль в сторону и разминуться с внезапным соседом по потоку. Кто прав, а кто виноват в этой ситуации, решать вам. Погоня за длинным рублем никогда ничем хорошим не заканчивается, и этого водителя автобуса, кажется, ничто не может научить вежливости на дороге. Хотя бы к светофору, я уже молчу про пешеходов. И уж тем более пара лишних рублей вряд ли может стоить штрафа за проезд на красный или стоимости ремонта. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 4606. У вас проблема, у нас решение. И за это решение вы не заплатите лишнего. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!